Так, сделан. Ассаламу алейкум. Витаю вас все, друзья. Так. Ок стрим чахвай езду канер, ок чадуай стримя. У канал тядуай стрим еш. Тикток чуай стрим. Ассаламу алейкум. Витаю вас все, друзья. Сегодня 7 апреля 23 года. 21:01 по Берлину и 22 часа 01 по Джахару соответственно. Друзья, вас всех приветствую. Хамзат, Маши, Мокши, Вова, Ильха. Так, друзья. Мадина, Дейлир Саламаш, Шалху, Ильха, Ива, Ильмаш. Стрим у нас идет на Ичкерия Центр канале, на Реалити канале и в ТикТок Асан Арцуев идет, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки и распространяйте ссылку на наш стрим. В реалити будет какое-то время стрим, потом я переключусь на самом интересном месте, на Ичкерия Центр, чтобы вы тоже последовали за мной, да. Так как тот наш канал мы будем раскручивать одновременно, да, с другими нашими каналами. Так, ночью, алейкум ассалам, машуоль. Итак, перед тем, как начать наш стрим, по традиции я расскажу о событиях, которые происходят на фронте. Так. За прошедшие сутки на сегодняшнее число, на 7 апреля 2023 года, уничтожено 480 оккупантов. Итого число достигло 170 110. 2 танка, 3 боево-бронированных машин, 8 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 13 автомобильной техники и цистерны. 2 спецтехники. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. ТТ, алейкум ассалам. Все, друзья, вас приветствую, вновь вошедших, заходящих. Хамзат, ты и там, и тут получаешься, да? Переключаешься. Сегодняшний свой стрим я назвал «В Ингушетии уничтожено и ранено 14 полицаев». И давайте я вам немножко подробнее расскажу, что происходит. Один из разыскиваемых, один из нападавших, об этом сообщает Ингушетия, портал Ингушетия, газета ingush.ru сообщает об этом. Один из разыскиваемых за нападение на полицейских Ингушетии сдался силовикам. Это Боков Амир, 2001 года рождения, то есть 22-летний молодой человек, один из 4 разыскиваемых за нападение на полицейских в Ингушетии. Амир Боков сдался полицаям в Малгобеке, сообщила газета Ингушетия, источник правоохранительных органов республики. Накануне Амир, это его имя, Боков, явился с дядей в отдел полиции в Малгобеке, он дал признательные показания. Сейчас с Боковым работают следственные органы. По его словам, у правоохранителей есть информация, что остальные боевики могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района и пока сдаваться не собираются. За ряд резонансных нападений на полицейских сейчас в Ингушетии ищут Микаила Машхоева, Амирхана Гуражева и Адама Аздоева. Как сообщалось ранее, 27 марта
Неизвестные, то есть 10 дней назад, неизвестные лица обстреляли полицейских, находившихся на посту Волга-14. В результате посягательства двое сотрудников были ранены. Позднее, 3 апреля, на окраине города Малгобека, Ингушетии, сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых неизвестными по ним был открыт огонь из автоматического оружия. В результате посягательства одному сотруднику причинено касательное огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись с места происшествия. В ночь с 5 по 6 апреля сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии заблокированы вооруженные лица. Отказавшись сложить оружие, в ходе боестолкновения 3 сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения. Ранее МВД Ингушетии была назначена награда и так далее, и так далее. Ребята, которые есть на фотографии, я сейчас покажу тем, кто у нас есть на этом канале. Эти ребята, как мы видим, могут принадлежать к лицам религиозных толка, религиозных взглядов, лицам определенные. Не знаю, с какой целью это сделано. Ребята все молодые, 89-го, постарше, правда, 98-го, 87-го двое и 2000-го, 98-го года. Как мы знаем, в Ингушетии очень много убивалось людей, огромное количество людей было убито во время так называемого президента правления Зязикова, потом до этого Евкурова. И сейчас как бы чуть поменьше, конечно, убивают, но уже как бы фактически сопротивление сошло на нет. Поэтому так мало происходит убийств, но все не согласны, убиваются. Мы знаем, что людей незаконно сажают в Ингушетии, незаконно преследуют. И эти лица, вот эти молодые ребята, могли оказаться родственниками из тех, кто был убит за последнее время вот, в русско-кавказской войне, в которой принимали участие ингуши. Я не знаю, для чего эти ребята делают это, потому что сейчас это практически самоубийственная вылазка с их стороны. Но в республике, где такой произвол происходил, да, где убивались люди только лишь за то, что ты носишь бороду или молишься не так, или там у тебя есть какие-то политические или идеологические, религиозные взгляды, за это людей убивали, и, конечно же, это бесследно не пройдет. Не пройдет это ни в Ингушетии, не пройдет это ни в Чечне, ни в Чечении, ни в Дагестане, ни в других местах. Ну а если этих ребят подбивать на это, если их склонять к этому, то вооружать их, финансировать, то это такая хорошая почва для того, чтобы снова начать. Я призываю ингушей, если меня слышат ингуши, не потому что нет основания совершать какие-нибудь такого рода акции. Есть основания. Россия сделала все возможное, несмотря на то, что Ингушетия осталась в составе России там, и так далее, и так далее. Так и не стали ни ингуши, ни другие народы Кавказа, не стали своими россиянцами. И слава Богу, что не стали. Убивали ингушей, без разбора убивали семьями, машине целиком, с детьми, женщинами уничтожались люди. И это бесследно не пройдет, особенно у нас это не пройдет. Но при всем при этом нужно понимать, что такие самоубийственные акции ничего толком не дают. Убивать каких-то ментов, нападать на какие-то блокпосты. Одно дело, если бы было бы нападение на ФСБ, банду ФСБ в Ингушетии или банду ФСБ по Чеченской Республике. Это можно было бы как-то объяснить. Если не происходит нападение вот на такие, на ФСБшников,
то мне почему-то кажется, всегда уже так уже завелось за это время, что всегда за этим торчат длинные уши ФСБ. А таких молодых ребят, которые абсолютно светлые, молодые люди, которые а, делают это не ради денег и не ради славы, вот эти люди будут просто погибать. Также будут погибать простые ингушские или другие рядовые менты. И я вначале назвал это коллаборантами, их назвал. Потом я подумал, и ведь они не коллаборанты. Они из Советского Союза перешли в Российскую Федерацию. И те менты, которые убиты, они, наверное, тоже. Я не говорю, хорошие это менты или нет. Хороших ментов в России и, редко можно встретить. Но при всем при этом коллаборантами их тоже назвать не совсем будет верно. Ну, полицаи, да, жестокие, коррумпированные полицаи. Так я решил переименовать и переименовал свой стрим, именно назвав вот этих ментов полицаями. Поэтому я призываю быть более аккуратными. Нам нужно сохраниться. Алла, вайдин дисти, штушон. Ардахкиум ждуан тикачаш. Цанин мот-мег, соца муэдалис. Алла менчен ти вэхта, нуи якичен ти вэхта, нуи. Дейлу гуш. Цан шайна хашун. Шун ху амуаттар. Цан хашун сомилу. Сюиц болца бизам. Но таган уишвега просто мен тушун. Уишвега просто алга ушун. Чириец валан, чириец аршаду. Шеш еда хизинак, шеде ваш хизинак, ши ваш хизинак. اشترى والإدارة شاش داي إتر خلقتنا قطاع هم تسخلق قيشاك بويتر بويتوان بيشخينا وي تشوركي بوش وي داي ديزا بوش عين بوش عبرش تندل تغن وي داي ديز حوص ديز تاخ ريليجيوزني إتيما والأروال شنم دو أتستي تويجن أروال это шалик хельчел с вами урушается на тишетеш. Но ده حوسوي ده سزيده ده حوسوي طولن باق حوسوي إيش دوي كانت بوكا وأميرم خانتو وريو تاعتون يترى ويتسويش ويتمجز وي تاجمال خجيم خان يسقوين ودين ديس حوسوي تاج Валейкум ассалам, чумелвенек, дерес хуй зумсуа машуэль, валейкум ассалам, всех приветствую, друзья. Асан Арзуев, ваше имя и фамилия на каком языке? Мое имя здесь написано, в ТикТоке написано на немецком языке, а читается это как Арцуев, буква С. В немецком языке английская буква З читается как буква С. Так, свобода. Ох, чувак, я зимаш. Стареешь, Аслан, нервы мотают. Вот результат. Чем деваш... Ну, я не знаю, что вот почему ты так решил. Стареть-то мы каждый день стареем. Нервы мотают. Ну, я, например, заряжаюсь от того, что мне мотают нервы. Ты не поверишь, у меня своя особенность. Если вы что-то ждете, что я там как-то там выдохнусь или устану, наоборот, я только заряжаюсь. После каждого стрима у меня энергия появляется всю ночь что-то писать, читать или что-то делать там. Поэтому я только заряжаюсь. Аслан, хаде садо, му хаде омо, назначь модератором. Омо вора хитцелс, сунамца. Ох, чё? Я не понимаю. Чё, омо вора? Слава ЗСУ, слава, героям слава. Героям слава. Асан Ухильтига. Ну вот, я только что рассказал, Фрея. Было нападение. Сперва на один блокпост было. Затем с 5 на 6 апреля ночью их попробовали задержать. И они оказали сопротивление. Убили 3 ментов. Еще многих ранили.
В общей сложности около 14 убитых и раненых. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь пишут. Так, Хамзат Гилай, особенно на другом канале есть, у себя здесь не было. Харгу канал, реалити канал Дацер. Хамзат, вот сейчас на каком канале, вот здесь мы вещаем. Да, Алмула, Асланбек, да, Алмула. На одном из эфиров Фейгин и Арестович говорили о взаимном зверстве, как будто бы украинцы зверствуют. Типичный ГБшный нарратив, сброшенный Фейкиным. Да, Чинох, совершенно верно. Потихоньку это все происходит. Реалити, да, все отлично. Знаете, вот та ситуация, которая сейчас происходит в Украине, она меня очень-очень беспокоит. Украина побеждает в военном плане, Украина отлично справляется в военном плане, несмотря на то, что Россия бросила все силы, которые только возможно, как мы знаем, Т-50, уже все, уже старые танки, все подтягивается, уже на исходе уже все силы русских, они делают все возможное, вытворяют, вы уже давно заметили, давно уже они не обстреливают Киев, другие города, не дай бог сгладить, конечно, но это говорит о том, что украинцы уже умеют противодействовать этому. Несмотря на это, победы есть, все это есть, но несмотря на это, получается, я не знаю, вся агентура собралась. Ребят, еще раз напоминаю, мы не проиграли в военном плане. Мы выиграли духом, но проиграли вот их, не справились просто с их ложью, с их дезинформацией, обманом. Вот все у вас это происходит, все. Вот просто один в один все вы повторяете. Так обидно, так неприятно. Военные делают свое дело, и в итоге получится так, что победа достанется тем же гибнюкам. Все будет свалено на Пригожина и на Кадырова, якобы, что это они воевали против Украины. А в итоге получится, что Украина опять будет бороться уже внутри с этим врагом. Вот я не знаю, что с этим делать. Валейкум ассалам, Мавидин Бабаев. Витаю тебя, брат. Слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава. Так, смотрите, вот у меня здесь на телефоне очень, вот в реалити, очень плохо видно. Поэтому я могу не всегда читать. Алена, я с вами согласен, но их ведь раскрутили. Просто так, если мы их пошлем, этого недостаточно. Раскрутили, Фейкина раскрутили, Арестовича раскрутили. Эти два человека считают, что они, типа, Арестович уже уверенно заявляет, хотя, конечно, это всего лишь понты, что что он будет следующим президентом, если, типа, Зеленский не будет вновь баллотироваться и так далее. Я думаю, Зеленский будет баллотироваться, не дай бог. Ну вот, самое, что страшное, Ален, вот у нас произошло то же самое. Вот вам никто об этом не расскажет. Вот, поверьте, кроме меня, вам мало кто об этом расскажет. Вот один в один это все происходит. Вот все русскоязычные, все каналы информационные, все забивается вот этими хорошими русскими. Это очень-очень печально, друзья. Это очень печально. Понести столько потерь. Мы потеряли 120-140 тысяч в первую русско-чеченскую войну. И потом фактически в нашем правительстве оказались люди, которые были за Россию. И в итоге у нас началась вакханалия криминальная, бардак пошел, тяжелое положение экономическое. И мы пришли к второй войне. Мы уже пришли к второй войне, и пришли тогда, когда чеченский народ уже, а украинский народ, он тоже же не будет поддерживать, если не будет порядка, если не будет
а, достигнуты те цели, к которым они идут. И народ не поддержит, и придет какой-нибудь Фейкин, реально, не Фейкин, Арестович какой-нибудь. И вот. Вы не поняли, Аслан. Аслан Арзу это на турецком лев мечта. Правда, что ли? Я знал, что Аслан лев переводится, но чтобы Арзу это мечта, это я не знал. Так, кто с мечом к нам придет, меча погибнет. Так, договорились, Амзат, переходи туда. Диас Евол, ждать. А с какой коруа, если здесь кто-нибудь объявится, дерзкий, да, я тебя позову сюда. Пока год возятся в Украине, как-то сошло на нет спецоперации на Северном Кавказе, как и коронавирус. Сейчас решили вернуть на старый сценарий для внутреннего зрителя ТВ-зомби. Вполне может быть, чем? Вполне может быть. Я призываю еще раз, просто без реальных возможностей, без сил. Кстати говоря, я бы хотел бы сказать вот этим пономаревским боевикам, которые там перешли границу России, зашли там, пофоткались, повидосились перед зданием почты, что ли, где-то там они пофоткались и уехали обратно. Вот, типа, мы боремся против путинского режима и так далее, и так далее. Вот у меня вот к ним вопрос. Так вооруженные, так рядом с границей, в любой момент можно обратно перейти. А, Неужели вот то, что вот эти 4 молодых человека сделали, не могли сделать там десятки вот этих русских, как их назвать, боевиков, боевиками? Вот, что эти 4 сделать? Не смогли? Очень интересно, конечно. Сейчас кипят бурные страсти у киевской Лауры. РПЦ не хочет выселяться. Аренда Лауры расторгнута. Бьюсти Кальмасе. Далузи Нохчино. Лена Войц. Да, я это знаю. Это очень важно, конечно же, выкинуть РПЦ. Это отдел ФСБ у вас находится. Это 100%. Этот, как его, Гиркин говорил об этом прямо, что когда он перешел границу, что его там, у него охрана состояла из этих попов. Это ну, ГРУ, ФСБ, которые туда нанимают, берут там своих только. И то, что его охраняли они, это тоже о многом говорит. Конечно, от этого нужно избавляться. Правда, от этого нужно было избавляться еще при Порошенко полностью тогда. Просто полностью. Ведь хватило же у украинской власти, например, полномочий и, ну, скажем так, дерзости или наглости, скажем так, чеченских бойцов, добровольцев лишить, внести санкционный список и лишить их всех там привилегий там и так далее, и так далее. Ну, почему же этих не лишить? Правда, сейчас чеченские добровольцы сейчас гибнут. Сейчас недавно еще один наш боец погиб. А попы как ведут свою разведывательную и подрывную деятельность, так и продолжают вести. Вот, ну почему так? Вот у меня вопрос. С чем это связано? Очень интересно, да? Так, ассаламу алейкум из Украины. Обстрелы Украины сегодня были каждый день. Ва алейкум ассалам, дерзкий ночи. Я имею в виду, вот Киев они ракетами обстреливали. Что-то не слышно в последнее время, что они вот массово вот по 70, по 40, по 60 ракет запускают. Помните, были? Сейчас вроде бы, видимо, накапливают ракеты. Я это имел в виду. Амират Кавказа, ва алейкум ассалам. ПВО сильной Украины. Да, ПВО сейчас уже имеется нормально. Нормально все.
Огромная сила навалилась на Украину. Эти силы и средства Россия собирала минимум 20 лет и мощно начала штурм Украины. Но из-за географии единичных патриотов, которые сумели организовать сопротивление, выдержала Украина. Да, совершенно верно. Чири машу алейкум машал думаса вигаду машал. Сейна геоцек масире иша комментаж. Рам ЧР. Многие ишай. Рам ЧР. Аслан прав. Аслан из Богдуя. И еще целен. Ади теркас. Свасила вацер. Прав. Хулильсо. Да, хулитильсо. Прав. Предательство наш враг во все времена. У всех автандил. Во всех, у всех. И у грузин, и у чеченцев, и у украинцев, у всех у нас. Главный враг это террористическая банда ФСБ и ГРУ. Мы должны это четко помнить, понимать и осознавать. Как-то так, да. Так. Нам повезло с нашим полководцем Залужным, герой нашего времени. Совершенно верно, совершенно верно. Валерий Залужный, конечно же, Богом дан. Молодец. Он и команда его хорошая. И да, и знаете, конечно же, многое зависит от полководцев, от руководства, но и еще больше зависит от солдат. Солдаты, львы, аристократы духа знают, за что дерутся. За это вот такие вот мы видим подвиги, видео мы видели неоднократно, много мы не видели, сколько подвигов совершается. Инициатива перехвачена уже давно у русских, и уже давным-давно у русских вообще нету никакой ни моральной, ни что бы они ни делали, как бы они ни пытались, ничего у них не получается перехватить. Четко инициатива находится в руках украинских военных. И слава Богу. Асахаул Килари Хай, телеканал подписчик набрать по. Нормально. 1000 там еще не набралось, но уже около там. Сколько-то сейчас я не знаю. Я посмотрю. Почти уже 800 набралось. Но уже эфиры можно вести. Эфиры можно вести. И слава Богу, этого мне достаточно, что можно вести эфиры. А так потихоньку наберутся. Знаете, что даже хорошо, что люди, которым не интересно то, что мы говорим и делаем, потому что для этого нужно анализировать, для этого нужно задумываться, напрягать свои мозги, и вообще нужно иметь хоть какую-то начальную базу того, о чем мы говорим. Это даже хорошо, что не просто так люди там сидят, там чай пьют, смотрят. Нам нужны дельные люди, потому что нам нужно готовиться к очень серьезным изменениям. Очень серьезным изменениям. Какое счастье, что украинцы не похожи ни духом, ни менталитетом на русских. Да, совершенно верно. А солдаты ЗСУ, воины света. Да, совершенно верно. Как ты управляешь на 3 платформах канала? Они все передо мной, Хамзат. Они все передо мной. Я вижу вот тут, тут и тут. Единственное, на реалити не очень удобно. Хотя больше сейчас смотрят нас на реалити. Но я всем советую переходить на наш канал Ичкерия. Сейчас я вам... Нет, сейчас я, наверное, так не смогу сделать. К сожалению, так не смогу. Сейчас попробую. Хамзат, если можешь, ссылку на Ичкерия Центр канал закинь вот на этот канал. Алейкум ассалам, Джахарду, да, машуоль. Аса ты болбящил контори, яиц, куча, боли, бершен, им тоже интересно. Аса ты болбящил контори, яиц, куча, боли, бершен, им тоже интересно. Джанго 095. Хуканторица. Ты хочешь сказать, я на кого-то работаю?
Джанго, вот я всегда удивляюсь тех людей, Hokkelinu, Takallanu, что ты дуй, Джанго Боши. Иста чубовый, ичкери, байрковой, что хомма олаш, цабуба, бацабиес, или балабол, хальвиес, и бючой. Просто интересно. Как можно во время слушать воензоров, Евгения Стойч и других врагов Украины, все эти Пономаревы и те, кто с ними, почему не извлечь уроки? Так, я смотрю, 15-рублевые зашли. Конечно, ты работаешь, это уже давно знают люди. Ну давайте, вот видите, как только я, смотрите, кстати говоря, я говорю про Пономарева, про Фейкина, украинцы, еще предстоит вам много чего узнать про некоторых деятелей. Как только я предложил сделать детектор лжи, провести экспертизу на полиграфе, Наталья, спасибо. Как только я начал разоблачать, и как только начал я говорить прямо про театральную труппу Ахмеда Закаева, появляются люди, которые начинают меня обвинять в том, что я на кого-то работаю. Ну давайте, я же вам предлагаю, давайте сделаем тест, экспертизу проведем. Да, давайте посмотрим. Спасибо, Наталья, спасибо. Проведем экспертизу. Давайте, почему, какие вопросы? И все, и вот после этого на меня начинает. И так происходит постоянно. Но я, в отличие от них, не буду делать это за спиной. Я это буду говорить публично и открыто, как я это делаю уже на протяжении уже почти 4 лет. Всех, кого я выявляю, кто работает на фашистскую Россию, я публично разоблачаю и буду это делать. И чего мне не стоило. И они меня все ненавидят и боятся. И я буду продолжать это делать. Вне зависимости от рангов, от возраста, от национальности или там еще каких-то признаков человека. Вот как только я начинаю говорить такие вещи, все, появляются люди, которые начинают меня в этом обвинять. Ну, пожалуйста. Ну, ты зашел, Джанго, ты рассказываешь мне про агента ФСБ, агента ГРУ, который пришел сюда и начал тут изображать там деятельность большую. То он шариатчик был, теперь демократ и так далее. Эти вещи тебя не смущают, правильно? Значит, у тебя какие-то проблемы с сознаниями, с интеллектом. У тебя проблемы. По-другому это никак не объяснить. Я тебе только что говорю. Я всех приглашаю на полиграф, на детектор лжи. Давайте, я открыт к вам, публично. Я готов в прямом эфире проводить. Вы готовы? Wallah, скажите, задайте им всем вопрос. Я не отстану. Я вычищу эту всю агентуру. Или эта агентура заползет под корягу, или эта агентура исчезнет просто с нашего пути. Чеченский народ сам будет решать. Никакие спецслужбы решать за нас не будут. Понимаете? Будь это ГРУ, будь это ФСБ, будь это кто угодно. Никто за наш. Мы самодостаточный, полноценный чеченский народ. И мы будем решать. Никакие люди, которые дергают за веревочки, за ниточки своих марионеток, агентов, стукачей, они за нас решать не будут. Вот как я вам скажу. Сундейла, Джанго, ты зашел, начал в чем-то обвинять. Ты не понимаешь, что происходит. Понимаешь? Ты вообще не понимаешь. Или ты их человек. Вот и все. Я это знаю, хочу я чела мнение понять. Да я уже сделал видео. В понедельник я уже начну, если не получу никакого ответа, я начну действовать. И потихонечку буду целенаправленно, методично, как я это умею делать, день изо дня, месяц за месяцем, неделя, месяц, год, я буду разоблачать. Всю шайку-лейку, всю театральную труппу, всех остальных я буду разоблачать. Поэтому, если ты знаешь, зачем ты заходишь, выйдите, вся проблема, знаете в чем? Знаете в чем проблема?
То, что вы знаете, а молчите. Вот чем мы от вас отличаемся. Я от вас отличаюсь. Вот вы все знаете, ну вот молчите. Заходите, я все знаю, давай ты скажи. А почему ты сам этого не скажешь? А вот мне сейчас человек говорит, вот там, тебе раньше пытались объяснить, кто такой Закаев, а ты не слушал. Да, я не слушал. Во-первых, если бы то, что я узнал, если бы мне вы рассказали, я бы не поверил, и вы не поверите. Поэтому я вам буду частями, порциями выдавать эту всю информацию. Потому что вы не поверите. Даже те, кто мне сильно верят, они могут засомневаться, понимаете? Потому что вот такие вот здесь вещи интересные творятся. Это раз. Во-вторых, мне нужно было, не было никого, кому можно было прийти и сказать, вот есть люди, которые несут вот это дело. И я готов рядом с ними встать. Вот не было такого, центра у нас не было, кому можно было прийти и сказать, помоги, покажи, куда идти, покажи, какую работу, какую деятельность делать. Не было просто. Просто не было. Вот и все. А теперь есть, мы есть. И мы будем дальше. И многие люди, я вчера разговаривал, неделю назад разговаривал с молодыми людьми, которые говорят, да, Асан, мы не верили тебе. Вчера мне парень говорит, вот из-за этого вашего агента, которого вы тут защищаете, из-за него я узнал про тебя. Они специально не произносят никто мое имя, чтобы я стал маргиналом. А я не буду маргиналом, понимаете? Потому что я говорю то, что болит у чеченского народа. Я боль чеченского народа говорю. Это всех коснется. И все чеченцы будут это понимать. Даже ложь про меня говорят, там разные вещи там придумывают. И правда есть, которая может отторгнуть. Я тоже не святой. Если честно, с хорошим характером выйти на эту дорогу, это было бы, наверное, очень сложно. Поэтому я далеко не святой, абсолютно обычный человек, даже хуже среднего. Поэтому, ну, что поделаешь ты? Может, достаточно просто, как я ругаюсь, послушать, чтобы меня больше уже не хотели смотреть люди. Это я тоже понимаю. Но я верю в силу правды. Я верю в слова из Корана, вот, которые написаны у меня вот здесь сверху. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Я верю в это, и я буду бороться за эти слова. До конца, до Алмула. Только правду услышит мой народ. Да, Алмула, аздуаш локшо ночи. Гулканю кадл, хумдуй, дуаш, аздукаю, идель чауина, далц сайбашт бина, аздел чау йокшон. Сахому вай аскайлдугай тармадачон. Вайн пайда ахульштег. Вайн зидамек штолхум дуй. Сахому аскайлдугай тармадачон. Вайн хаит масуман. Вай ирцадайт. Вай чо ири нашун. Вай чо лиди нашун. Вай лиди аштушун. Вай бьется тиски шукица. Гуран юкид валан дали аштушун вай кам. Бьё нах буй харц нах. Царь дали аштушун вай нах. Так. А у моей ряд сацурил шумю. У тебя свое время пока. Джанго, конечно, у меня свое время. У тебя свое время. И мне кажется, не совсем по-мужски, по-чеченски заходить сюда и анонимно говорить такие вещи. Что сацуру бошвек, хавулиш, сацуиш. Только давайте по-честному. Я же открыт перед вами. Вы тоже назовитесь по имени. Назовитесь и скажите, совуха сацешвик. Ассоциашвуха. Сацуе. Цеяхшей. Шу цеях мацадяхшей. Хити шо. Шу анонимный ду. Шу голш хити шлур ду. Хочу валла тузик хаит вулвел шхамега ду хахую. Сацурюй, сацурюй бошвик. Амел дешва. Хочу вали хагайт.
Покажи, если ты мужчина, свое лицо покажи. Скажи, ты же чеченец. Или ты не чеченец. А? Сацурю. Вот максимум, что вы можете написать комментарий. Я уже 4 года жду, пока вы придете. Вы мне грозитесь, 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 грозитесь. Вы ничего не сделаете. Понимаете? Он из Абона. Я не знаю, Абон он или Мабон он, кто он. Сацурюбо, кукамелю. Абон хиля шинлу агахиль. Ола сатирват, сацаирю ас и. Сатирюбо, шкамел дешул, свик. Хачуэл, если ты из Абона, ты говорят из Абона, не знаю, насколько верна эта информация. Хайцел, сагуя, свик, сатирюбо, шкамел дешул. Абони, руа, милуа. Давай, скажи, кто ты. Назовись. Асна, как ты управляешь-то? Это уже было. Так. Сотник сегодня говорил, что реальная численность россиян 47 миллионов. Думаете, так и есть или все же больше? Я не знаю, откуда у Сотника такая информация. Была информация, что 90 миллионов. Вполне может быть и 47. Не, ну как не обращать внимания? Человек заходит и говорит, сатирю и горю и бош, камел дешу. Так, ну что, чувал, ас я здесь, ас эйлер бош, камел мадой. Сатирю ашу, раскшан юах мелелаш. Тумсо защитник уар, со сатио бош, камел деш, усел, эздоцю. Камел дешу кар. Хайлхо, милутах, давай, мне интересно. Назовись, воин. Не назовется. Друзья, переходите на другой канал по ссылке. Друзья, вот смотрите. У нас здесь ссылка. Заходите. Нет, этот эфир не под вопросом, но сейчас нужно, чтобы вы переходили на тот канал. Абоняу. Хиравац абоня. Цюхе ишта хиру. Все, навейлерам абонирник. Абонир убог. Мичаю газ аслан. Цат вардар астун. Амзат, окоз тикток чавуй, вита. Вита. Санина твоца виш. Цаумадир, да. Любой, кто вот так разговаривает, он ничего не сделает. Ничего не сделает. Вот мне там сейчас комментарии начали писать из-за этого видео Ахмеда Закаева, то, что я обратился. Что я там сказал такого? Не чеченского. Сказал, давай на детекторе лжи. Или если есть доказательства, что я работаю на Москвой, присланный, работаю на ФСБ, приведи свои доказательства. Тебе за 60 лет, ты старик. Тебе врать не к лицу, даже если ты всю свою жизнь врал. Сейчас-то уже не надо. И все, что я сказал. Нет, чтобы сказать, вы задумайтесь просто, что Джахару Дудаеву садится человеку открыто и говорит, Джахар, ты сказал, что я такой-то, такой-то. Джахар, ты сказал это то-то, то-то. Ответь, пожалуйста, за слова, Джахар, ты на меня так сказал. Вот задумайтесь, такое вообще даже невозможно. Понимаете? Я доступен, я открыт, я не прячусь нигде, я не собираюсь никому сделать подлянку. Понимаете? Задумайтесь просто. И все становится ясно. И все, кто вот за Закаевым там ошибается, они тоже глубоко ошибаются, то, что они делают. Они очень сильно ошибаются. Аслан, цель оправдывает средства, так что не наговаривай на себя. Мало кто с открытым забралом сегодня может выйти. Мы обязаны выполнять завещание нашего Дудаева. Доведите дело до конца. Да, Алмула, Черей, да, Алмула. Доведем. Но я это делаю. Смотрите, для чего я это делаю. Я обращаюсь к Закаеву там. Вы говорите, не обращайте внимания. Вы, кто меня смотрит, многие, которые вот меня смотрят, вы мне верите. Вы знаете, много лет уже 3-4 года, кто меня смотрит, знает. И другие люди не знают, что какую работу я веду, какую деятельность я веду там, и так далее, и так далее. Многие не знают этого. И сидят люди, которые представляются, я-то с Москвы приехал, адвокат, не воевал там и так. Хотя я воевал столько же, сколько воевал Закаев, например. Даже я больше воевал. Воевавшие люди говорят, что я воевал больше, чем воевал Закаев, например. Это так, к слову говоря.
Хотя я не воевал, да? Сколько воевал Закаев, тоже можно из этого делать выводы. И вот эти люди, когда начинают вот эту деятельность вести, каким-то образом очернять меня, говорить, что я засланный и так далее. Я в стримах говорю, что я ни на кого не работаю, что я такой, что там, ну, где-то между словом могу сказать. Но это все не слышат. Поэтому я записал отдельное видео, я буду продолжать записывать видео. И я призываю чеченцев и украинцев, я призываю, не верьте ни вот этим всем, которые там у вас появились, кто связан с Закаевым, не верьте 100%. Я отдельно буду об этом писать, я еще буду. Я уже написал много чего. Я буду еще говорить, писать об этом. Так что я думаю, до понедельника со мной никто не свяжется. И видео опровержения своей лжи делать никто не собирается, поэтому я буду, и на детектор лжи садиться не собирается, поэтому я буду продолжать свою деятельность, разоблачать, как я это умею делать, как мы видим, все, кто там кичились, которые там обзывали меня, там засланным обзывали, там и тогда кадыровцам обзывали. Здесь ни одного кадыровца у нас уже не осталось, почти не осталось. Ну, я так думаю, не видно ни одного кадыровца. А я есть. А думаете, немцы не знают, кто я? Они не проверяли меня, думаете? Меня днем и ночью проверяют. Меня днем и ночью слушают, наблюдают и так далее, и так далее. А вот все, кто меня обвинял, где они все? Куда они все делись? Просто интересно мне. Вот нету их. То же самое, я просто не занимался вот этой театральной труппой. Я обходил стороной, чтобы не навредить Ичкерии. Теперь я не буду обходить. Я потерпел немножко, послушал, набрал достаточно информации. Я вижу, сейчас сопротивление Украины будет наноситься удар. Куда приходит Ахмед Закаев, там происходит раскол. Там происходят конкретные проблемы. Я буду об этом говорить. Я буду об этом говорить. Обязательно. Так, ладно. Салам алейкум, ваша Мокшдуй Тига. Дик ава алейкум ассалам. Нужно связаться с европейскими парламентариями, затем счета, заблокированные Западом, передать Ичкерии. Совершенно верно, совершенно верно. Мы вот ждем этого. Я целую операцию провел, чтобы вам скинуть сюда эту ссылку. Проявите уважение к моему труду. Переходите по ссылке. Амзад Дегрейс Хуйлон. Асан, давно Хусейн не видно. Мокшу идтиш. Мокшу. Все нормально. Асан, реалити разблокировали, Мадикдуис. Да, Фрея, но он не был заблокирован. Я просто видео остановил там, потому что были страйки. И буду все равно переходить вот на Ичкерия Центр. Это будет наш основной канал. Закаев — медийная личность, которая позиционирует себя как глава Ичкерии, хотя выборов не было. Имя, фамилия, и это даже не проблема. Да, политика такая вещь, все должны себя рекламировать, показывать там и так далее, и так далее. Это очень хорошо, если есть такие люди, занимаются такой деятельностью, политической деятельностью. Но, например, наносить вред, это мне не нравится. Собрать вокруг себя старую КГБшную вот эту всю команду, Гудковы, Фейкины, Пономаревы и все остальные, плюс чеченоговорящие КГБшники. Ну, я не вижу просто. Я просто ужас, что происходит. Я против этого. Я не дам сделать то, что сделали в Чечне, в Ингуше, в Украине сделать. Я не дам этого сделать. Что бы мне это ни стоило. Услышат меня украинцы, а меня услышат украинцы. Думающие услышат, важные услышат меня украинцы. Я знаю и слышат. Но я буду еще больше прилагать усилий для того, чтобы вот эта театральная труппа не нанесла вред, или если нанесла минимальный, там нанесла. И так далее, и так далее. Инша Аллах, да поможет вам Всевышний. Спасибо, Наджим, спасибо большое. Амин, амин. Спасибо, Наталья, спасибо. Масарнах, Ахи, Аслан, амин.
Так. Войнахи, вы железные люди. Я жил год у вас, всегда вас вспоминаю. От всего сердца желаю вам всего самого наилучшего. Тарас, говоришь. Спасибо, спасибо, Тарас. Спасибо. Взаимно. Мечаю. Так. Aslan Хорватия, Дублинен, Догум, Дуи, Германик, Диех, Цахвасит. Дублинен, Бадик, Дича, проблемы омай, стронг. Хорватия, Дублинен, Догум, Дуи, Германик, Диех, Цахвасит. Это большая проблема. У тебя должны быть очень веские основания, стронг, чтобы остаться. Очень веские. Фактически, если тебя по Дублину тебя отправляют, то тебе нужно туда вернуться. Я тебе этого не говорил, а потом обратно вернуться. Потому что если уже Дублин взяли, все, ты уже попал в такую в колею, что тебя могут отправить по Дублину туда, откуда ты приехал. Как-то так, да. Ну, я еще напоминаю, и не только по-чеченски, я это тоже отдельно, кстати, видео запишу. Я еще раз напоминаю, Стронг, тебя тоже это касается. Если нужно написать какой-нибудь документ, конечно, мне нужно, я не могу просто написать, там есть Стронг, хороший парень и так далее. Документ должен быть, соответственно, больше. Серьезный документ должен быть. Да, чтобы тем более вам помог. Простая писулька, бумажка вам особо не поможет. Поэтому обращайтесь, я в понедельник выложу свой телефон, WhatsApp точнее, на который вы сможете мне присылать сообщения и так далее, и так далее. И это будет наш рабочий телефон, это и есть наш рабочий телефон, с которым мы будем работать. Если вам нужно написать какой-нибудь документ, провести какую-то консультацию, вы прямо мне на WhatsApp будете писать, звонить и сможете получать от меня консультацию какую-нибудь, документ какой-нибудь написать. Ну и что, как-то, как смогу, так и буду делать. Поэтому, Стронг, я не знаю, чем в твоем положении можно помочь по поводу. И знаете, нужно не в конце заниматься этим вопросом, а в самом начале. В самом начале это нужно делать. Вот тогда это будет результативно. А когда у самый конец, когда вас уже отправляют то по Дублину, еще что-то, вот это уже проблема. Это уже их проблемы. Уже ничего нельзя сделать бывает. Вот смотрите, Хамзат Гилаев, вот я тем, кто у нас смотрит в реалити нас в канале, поместил в чате ссылку на наш канал Ичкерия Центр. Пожалуйста, переходите на этот канал и подписывайтесь. Вот, Хамзат, 10 человек уже перешло. Или 8, точнее, если быть более точным. 8 человек. Это твоя заслуга. Именно Хорватия Аль-Цахасун, Кирхи Азуль можно обратиться. Да, кстати, это тоже выход в войнах. Это тоже нужно сделать. Стронг, в войнах ты можешь ему объяснить, как что сделать? Стронг, ты можешь связаться, вот к войнаху написать, и он тебе объяснит и губогду, Кирхи Азуль. Можно попробовать так, чтобы сделать. Но хоть и гаэр, вахка, цара, тигарю чани воло. Аса, уйт нашхо доуху хильца аш. Дин ночи о моста у. Я помню, как Хусейн говорил, что какой-то подозрительный тип у и тишмиста гвати Бэр Хусейнс. Ну, это старый, он мне сам говорил, что у него было, он на Ханкалу заходил генералом, это мы так общались, что он чуть ли не ногой дверь генералу русскому открывал, разговаривал там и так далее, и у него было псевдоним, кличка Джеймс Бонд. Джеймс Бонд, Джеймс Бонд, Лири. Вот Фрея к нам зашла. Алейкум ассалам, ночью машволь.
Заранее благодарю. Все переходите, там идет эфир. Да, друзья, я вот этот эфир, который сейчас у нас идет на реалити, он будет у нас прекращен через какое-то время, буквально через 5-10 минут, и будем вещать только на этом канале. Вот один человек уже еще перешел. Спасибо, спасибо, Адриан. Но кто захочет, тот нас найдет, если нужно будет. Тем более этот канал Ичкерия Центр у нас на Россию пока вещает, он не запрещен. Ассаламу алейкум, как называется твой YouTube канал, где прямой эфир? Прямой канал называется Ичкерия Центр. Ичкерия Центр. Ичкерия Центр называется. Масайна хуйван, Алларис. Друзья, я сегодня общался с одной уважаемой женщиной, и она сказала, что Джохар Дудаев был диктатор, да. И я так полагаю, что очень разочарован, конечно, очень. Я так полагаю, что нам хотят рассказать, что там Ахмед Закаев это будет не диктатор, там, а Джохар Дудаев, он оказывается диктатором, плохим человеком и так далее. Конечно, очень я разочарован. Да, социальный хатме гадать. Вот, зараз приходить, там идет эфир. Главное, вот чем к нам перешел. Главное, Асан, грибы не собирать в России. 9 лет дают, говорят. В смысле 9 лет? За то, что грибы собирают? Интересное кино. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хамза. Нормально, уже 8 уже перешло. Уже здесь 41 смотрят, а здесь опустилось до 53. Да, за незаконный сбор грибов и ягод сейчас карается сроком до 9 лет тюрьмы, говорят в России. Скоро расстреливать будут за грибы, да он так, если пойдет. Так. Так, да, так. Ну ладно, друзья, давайте я тогда почитаю новости немножко, раз вы не активные сегодня. Россияне в ожидании контрнаступления ВСУ массово сдаются в плен. В марте был рекорд по обращениям. Об этом заявил представитель госпроекта «Хочу жить». Он подчеркнул, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта. И эти операции проходят каждые 2 дня. Оккупанты сдаются как по одному, так и группами. Некоторые сдаются в плен вместе с техникой. Что касается количества обращений, то в марте мы зафиксировали, по сути, рекорд. Более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. Информатор сообщает. Знаете, ожидание смерти хуже самой смерти, как говорится.
Так. Так, давайте. Солнцепек. Это, ну, Давайте я вам дам послушать. Солнцепек, вы, наверное, знаете, да, что это такое? Давайте послушаем. солнцепек. Это нужно выжигать. Совершенно так. Мне скажут, ой, это не христианский, подхристианский вполне. Просто этика для этих людей, они же себя позиционируют как язычники. Простите меня, и получите как язычники. Поэтому для вас не новозаветная этика, а ветхозаветная. Это Или попы. пророка, который лично взял и перерезал глотки текстам служителям Валаама. И с этими также нужно уничтожать без всякого сомнения. Солнцепек. Это нужно выжигать. Если это не терроризм, если это не фашизм, и когда это говорят попы, что это тогда получается? Я просто вот удивлен, да. Ну как после этого с этими людьми можно существовать? Говорят, сидят люди, как вы видите, и все молчат. А вы слышали про детский рисунок и судимость отца за этого рисунка? Да, конечно, слышал. Да, слышал. В этом я слышал. Но там отец, видимо, там включил вперед, и возникли вот проблемы из-за этого. Если бы он там воткнул бы заднюю, извинился бы, там, покаялся бы, помял бы шапку в руках, сняв с головы, то, может быть, и простили бы. Но, видимо, там отец был непростой и отстаивал позицию. Ну и правильно сделал. Молодец. Респект такому отцу. Респект и уважуха. Так. Так. Алейкум ассалам, Амедыч Машуа. Стронг, ты можешь мне задать, и если война не против, и ему задать. Можешь задать. А в понедельник я выложу свой телефон, и он будет официально везде. Можно будет всегда звонить на него. Звонить нежелательно, голосовые, там, текстовые сообщения мне отправлять. Будем днем, работать днем. Mičuvar, čuvar, saumšdīsne, гвэмоер. Хошуатсо, наворо. В чем дело-то? Куда ты делся, да? Take this. Да, только именно по вопросам мне, то есть, чтобы не так, Саваш, пообщаться, поговорить. Я просто иногда бывает по часу с одним, по часу с другим. И вообще это выматывает очень сильно. Плюс нужно еще много чего сделать надо бывает. Так что вы мне присылаете голосовые, и на e-mail вы не любите почему-то писать, никто мне почти не пишет. Кстати, мне ФСБшник один написал на e-mail, если ты меня сейчас смотришь, я тебе отвечать не буду. Если у тебя есть вопросы, там, обратиться в ЦРУ и так далее, то есть страница ЦРУ, в Фейсбуке есть, их официальный сайт есть. Я с ФСБшниками общаться не, даже с перебежчиками, ни с кем я с вами не хочу общаться. Если вы ничего плохого не сделали, не убивали людей, сожалеете о том, что вы работали в этой террористической организации и бежали, то честь вам и хвала, но я с этими террористами из этой организации ни с кем общаться не буду. Поэтому ты меня извини,
у тебя есть возможность напрямую. Я ничем помочь и не могу тебе. Я могу только тебе посоветовать идти, например, в то же ЦРУ. А интернетом ты пользоваться умеешь, поэтому обращайся туда. И всем остальным говорю, ФСБшникам, если вы хотите, сразу обращайтесь не ко мне, а обращайтесь на сайт ЦРУ. Вот они вам помогут, они вас примут, они с вами поговорят, если вы их заинтересуете. Что мы горду, Асан? Что мы горду, а мне дичун замекшил. То масара мы горду. Не факт, что я возьму, может. Нет, не просто ваша. Договорились, так здесь. Хорошо, не все перешли куда нужно. Да, сейчас я уже отключаю этот канал. Давайте посмотрим. Алейкум ассалам, Ахмад. Никто больше не перешел. Редвал, алейксалам, шарик машуаль. Друзья, вновь зашедшие, пришедшие, всех приветствую. Тарас, я думаю, не искренний человек. Я думаю, играет роль. Я не верю. Я не верю. По Дублину могут отправить, но уже третья страна, которой ты еще не был, должна принять. Да, но это опять имеются проблемы. Семья с семьей это вообще очень проблематично. Алейкум ассалам, Анил. Масера Бойдвай, амин, амин, да, это Бойдвай Масер. Ассалам алейкум, мусульман каум жамагат. Это по-казахски, наверное, да? Алейкум салам. Что вы можете рассказать по поводу митинга против мечети в Москве? Ничего я не могу сказать. А что другого ожидать можно было? Это фашистская страна, в фашистской стране. Как бы они ни кичились бы, что бы они ни говорили, они остаются фашистами. Это их суть. Если они не будут фашистами, они будут нормальной страной, и они ни с кем воевать не будут. Понимаете? Они же воюют не потому, что вот сейчас какая-то у них причина для этой войны есть против Украины. Они воюют, потому что они фашисты, потому что они должны так воевать, они должны кого-то убивать. Она так создана, эта система. Поэтому ничего для меня нового в этом нет, ничего удивительного я в этом не увидел. А видео Генису насчет Закаева, надеюсь, он не ответит тебе, показать какой-то фрукт. Самое интересное, нету вообще ни одного чеченца, кто его поддерживает. Нету ни одного чеченца, кто вот, с хорошей репутацией, нормальный чеченец, не связанный там, с российской разведкой, еще с чем-то, который его поддерживает. Но все равно вот как получается, да. Смотрите, это мы будем еще обсуждать, об этом будем еще писать, делать. Я обращаюсь ко всем чеченцам. Ко всем, я еще по-чеченски это буду говорить. Друзья, нам нужно создать переходное правительство. Мы должны создать специальный орган, куда мы соберем всех. Разные политические взгляды, разные политические мысли, идеи, которые есть у людей. Под единым, под конституцией нашей Чеченской Республики Ичкерия. Нам нужно всем объединиться и двигаться к тому, чтобы у нас был какой-то представительный орган. Например, когда я сюда приехал, да, у нас было правительство Чеченской Республики Ичкерия в лице там, президента Доки Умарова, который сложил в себя полномочия и продолжил сражаться с русскими. Остались люди, которые взяли паузу, скажем так. Взяли паузу. И сейчас нам нужно создавать переходное правительство. То самое правительство, которое от нашего имени будет разговаривать с миром. И мы должны все поддерживать его.
чтобы все видели, что мы его поддерживаем. Именно так я хотел, из этого я хотел сделать Ахмеда Закаева. Именно так я его представлял, и я его поддерживал. Я сожалею, конечно, но у меня не было никому объяснить. Мне никто не объяснил, не просто кто-то мне анонимно там позвонил, написал, давай оценюхай, ларлу там. Говорили мне, такие были, это правда. Ну, в основном все ждали, что с меня получится. Засланный я, видели, что я не засланный, но ну что из этого получится, ждали. Ну, получилось то, что получилось. С одной стороны, это хорошо. Я, как Хамзат мне писал здесь, что я вот непредвзятый пришел сюда, не из этой кухни, и сам разобрался во всем. Это, с одной стороны, хорошо. Да, может, это мне на репутацию, там еще что-то, может, как-то влияет это, но это на время, я думаю, если я продолжу быть честным, порядочным перед своим народом, я смогу возместить те убытки репутационные, которые я понес. И нам нужно создать вот такой орган, который будет нас представлять. И теперь я могу уверенно сказать, кто есть кто в этой среде. А если я во что-то верю, я в это верю по-настоящему. И я буду делать то, что я могу. Я могу представлять свою площадку. Я призываю всех наших представителей, кто есть там партии, это будут Чеченская демократическая партия, это может быть Аят Идигов со своими людьми, это может быть ну, другие, кто там есть, я сейчас не буду всех перечислять. Я, наверное, на следующей неделе я еще пообщаюсь с людьми и буду уже там вести разные переговоры с людьми, разговаривать с ними для того, чтобы мы могли объединить всех людей в один единый какой-нибудь орган. Пускай туда войдут представители разных взглядов, разных течений. Главное, что мы стоим на том, что нам необходимо иметь свое государство, а государство у нас основывается на основном законе, на нашей конституции Чеченской Республики Ичкерия. И давайте будем вместе работать. Нам нужны будут люди, которые будут нас везде представлять. И мы это сделаем. И именно из-за того, что нету никого, да, есть люди, много людей, которые сидят в Фейсбуке, пишут комментарии, но они в своем соку общаются, варятся в собственном соку. Потому что у них друзья все ограниченные, вот кто у них есть в друзьях, они друг другу там комментарии пишут, это очень нужно, очень полезно, это для истории будет важно сохранить это все. Но для мира, чтобы нас увидели, услышали, этого недостаточно. Поэтому мы должны выходить вот на этот уровень. Давайте заниматься этим. Если ошибался, то ничего страшного. Главное, не было желания навредить народу. Человек не может видеть людей насквозь. Все могут ошибаться. Да, имя, фамилия. Я вот этим себя и успокаиваю. Да. Но мне, знаете, не нравится, что я многих людей сам подвел под этого Закаева. Под эту ложь, под этот обман. И потом этим людям, которые, поверив в меня, они же не могут сказать, вот я поверил сейчас в Закаева, а я же тоже в Закаева поверил, а потом мне приходят и говорят, не-не-не, он плохой. Я так не могу, я должен в этом убедиться сам. И вот что я вот людям разбил сердце, ввел в заблуждение, вот что меня. И ну потратил, и время потратил, и репутационный себе урон нанес. Ругался, мне вот сейчас пишет, что я там кого-то оскорблял, там на кого-то наезжал и так далее, и так далее. Но если я на кого-то наезжал, на кого-то там оскорблял, я это делал только если на меня наезжали, оскорбляли. А люди, когда видели, что я с Закаевым, думали, что можно так говорить. Но если бы здесь был бы центр какой-нибудь, если бы у нас была бы независимая, нормальная, действующая группа лиц, которая что-то делала бы, я бы понимал бы, куда мне идти, был бы какой-нибудь информационный центр, я бы обратился бы, получил бы исчерпывающую для меня информацию, но я не получил. Ну так, значит, так было, нужно было. Ничего, Диона.
Ну, алейкум салам, Самур. Наш воль. Wait, и that's даем индизик. There, that's каков привет, такого ответ. Да, Редуал, я всегда придерживаюсь этого принципа. Я именно поэтому пытаюсь быть со всеми вежливым, чтобы не быть, чтобы со мной не были невежливыми. Но если со мной невежливы, ну извините, тогда я тоже буду невежлив. Хотя, наверное, уже пора мне и в возрасте, и тем, чем я занимаюсь, быть более сдержанным. Я буду стараться, я буду стараться и буду воспитывать, тренировать себя, да, чтобы как удав переносить и даже не отвечать на оскорбления, да, это трудно, но я научусь, да, Аль-Мула, научусь. Да, Аль-Мула, научусь. Палестина — внутреннее дело Израиля. Совершенно верно, Мурат. Дал Уизель или Юзель, первый президент, так. Дох собор дизерду. Дизерду редул бадукис. Собор — это самое сильное, что нужно человеку. Если есть собор, то все будет супер. Ассаламу алейкум, Асан. Машволь. Эфир дал беркет и мую мокшо. Ва алейкум ассалам. Ахмад Лох, Кадырка, предатель. Дикью дал бухастам. Амин дал беркет и верк. Ваймел дештек. Дейл шидуа. Вайм дуа мах дуа хулил кой дештек. Дал мула. Друзья, я сейчас выключаю эфир с реалити, с канала реалити, поэтому я вам всех, вот смотрите, Хамзат здесь оставлял по ссылке, они самые последние здесь висят, вы можете в любой момент перейти, здесь эфир завершится, переходите по ссылке, эфир завершается, я перехожу и буду вещать только сейчас на Ичкерия центр, и все переходите туда, самое интересное, как обычно будет в конце, братцы Дизер. Доброй ночи, доброй из Абхазии. Абхазия, привет, салома. Салам. Все, и, друзья, смотрите, я выключаю.